Ну, а мы с вами продолжаем наш двухчасовой эфир, дорогие телезрители. Доброе утро для тех, кто только проснулся. Поговорили мы о классике, послушали оперу, что только не звучало в нашей студии. Поговорили о мужском здоровье, и самое время поговорить о здоровье всеобъемлющее, дорогие телезрители. У нас сегодня в гостях Асема Маратова, представитель сети клиника Аджибадем в республике Аджибадем, в республике Кыргызстан. Доброе утро, добро Доброе пожаловать. утро. Асема. Спасибо. Я думаю, мы сначала поговорим о самой клинике, да? Раскройте, пожалуйста, что она из себя представляет. Аджибадем. Самая первая клиника была построена в 1991 году. И на протяжении 3 десятков лет он как развивался. И на данный момент у нас имеется 24 клиники, это широкого профиля, и 16 медицинских центров. Это в общей сложности в 5 странах мира. Вот. В основном основные клиники находятся в Турции, потом в Македонии, в Болгарии, в Сербии, в Нидерландах, в Амстердаме. Вот. И это уникальная экосистема, показывающая пример для всего мирового сообщества именно в сфере здравоохранения, которая внедрила в себя именно интегрированную совокупность для предоставления именно услуги медицинского обслуживания высокого стандарта для пациентов всего мира. То есть в Аджибадем обращаются пациенты со всего мира. Да? У нас больше 50 странах есть официальные офисы представительства. И все организовано таким образом, чтобы иностранные пациенты могли комфортно чувствовать себя во время пребывания в наших клиниках. Да? Вот. У нас есть 11 центров онкологии, 10 центров по трансплантологии органов. Это трансплантация почки, печени, костного мозга. 16 центров именно по кардиологии, это взрослая кардиохирургия и детская кардиоваскулярная хирургия, 14 центров экстракорпорального оплодотворения, есть также 10 центров именно реабилитации позвоночника, есть также центр именно спортивной медицины, аккредитованный стандартом GCI, да? И 6 центров роботизированной хирургии. То есть все высокие технологии в мировой медицине используются в Аджибадеме. И на данном этапе у нас, кроме клиники, также есть университет Аджибадем, где принимают студентов со всего мира. Также с Кыргызстана по запросу докторов мы направляем на обучение, то есть на повышение квалификации. Есть также краткосрочные программы. Ну, это по запросу доктора тоже. Если доктор делает запрос, мы направляем на бесплатную обучательную программу, на краткосрочную, на 3 дня. То есть это когда, как в виде инфотура, доктор может посмотреть по своей области, да, и обмен опытом получить. Вот. Также стоит отметить, что все наши клиники аккредитованы стандартом GCI. GCI – это как золотой стандарт в мировой медицине. Ну, как по миру где-то около несколько десятков клиник только аккредитованы данным стандартом. И Аджибадем в том числе аккредитован. Вот. Ну, в Кыргызстане мы официально представляем данный бренд с 2013 года, то есть официальное представительство у нас функционирует именно вот уже в течение 10 лет. Мы предоставляем услуги для наших граждан, то есть наши кыргызстанцы со всеми медицинскими заключениями подходят к нам в офис представительства и на бесплатной основе получают дистанционную бесплатную консультацию наших ведущих профессоров, не выходя за пределы страны. Да? То есть это первичная консультация. Наши доктора смотрят снимки и там предварительно пишут как независимое второе медицинское мнение. Да? И по ответу доктора дальше уже пациенты сами решают. Могут как бы здесь продолжить лечение или же могут там
продолжить. А какие виды лечения предусмотрены именно в самом Кыргызстане? И вот вы упомянули несколько онкологических центров, кардиологических, опять же, по пересадке, по трансплантации органов, верно? Где все это будет проходить? Смотрите, ввиду того, что у нас в Кыргызстане в данном этапе недостаточно именно высокотехнологичных методов лечения, то есть то же самое, вот, трансплантация там, костного мозга не проводится, да, в Кыргызстане, Да. пока не внедрили вот, по полной мере именно лечение именно высокотехнологичными методами проводится в Турции, в наших клиниках. Вот. И также, кроме этого, мы раз в месяц привозим наших профессоров в Кыргызстан, проводим бесплатную консультацию для нуждающихся пациентов. В апреле у нас прилетает медикаментозный онколог, профессор Аля Рыжан. 25 числа будет в городе Ош, 26-27 в городе Бишкек проводит бесплатную консультацию для нуждающихся онкологических пациентов. Вот. И, ну, в принципе, мы также организовываем мастер-классы. Буквально вот в январе этого года в Национальном хирургическом центре мы организовали научно-практическую конференцию по бариатрической хирургии, где наши профессора выступили и поделились обменом опыта. Прекрасно. А какими услугами могут воспользоваться наши зрители, наши горожане, да, именно в самом Кыргызстане? Возможно, не такие масштабные, да, виды лечения, как операция, опять же, трансплантация. Какие сферы уже есть в Кыргызстане, то есть охвачены именно клиникой? На данном этапе у нас как информационный представительский офис функционирует на базе, то есть здесь наши граждане могут получить бесплатную консультацию. Да. Если там достаточно будет информативного материала, скажем, у пациента есть какой-то спорный момент, да, когда разные доктора говорят там разные мнения, да. Да. В этом случае, если достаточно будет информативности, они могут получить второе бесплатное медицинское мнение, и наших профессоров, это профессора мирового уровня, то есть это всемирная клиника, и на бесплатной основе они могут получить их мнение, да, и определиться дальнейшим планом лечения. В конце апреля, вы сказали, будут проводиться консультации с самими профессорами, где люди могут посетить эти консультации, как? У нас здесь есть официальное представительство в городе Бишкек. Он находится по адресу бульвара Эркинлик, 29. Наши пациенты могут также найти информацию в интернете. Есть вот официальные страницы, где указаны наши данные. Они могут напрямую туда обратиться, предварительно принести все медицинские заключения, и наши специалисты покажут, поставят на запись к доктору. Отлично. Если мы обратимся к статистике, да, за 10 лет, какие успешные операции, возможно, проходили, возможно, не в цифрах, но, тем не менее, предварительно? То есть, скажем так, успех АДЖПДМ в Кыргызстане за эти 10 лет. Смотрите, у нас в основном обращались пациенты, у которых были какие-то патологические случаи. Да? Скажем, в Кыргызстане из-за нехватки высоких технологий они вынуждены были обратиться в Аджимадан. И с помощью нашей клиники, так сказать, они получили вторую жизнь, да, можно сказать. Потому что, во-первых, из-за постановки неправильного диагноза в Кыргызстане многие получали лечение в неправильном направлении, да, к сожалению. И бывали моменты, когда обращались к нам, где-то в течение 3 рабочих дней там постановка диагноза абсолютно в другом направлении менялась. И, соответственно, план лечения тоже менялась, да. И мы в этом плане очень многим пациентам помогали, то есть помогли. Также мы помогли детям, в основном по кардиоваскулярной хирургии, да, скажем, те методы, которые не использовались в Кыргызстане, с помощью этих операций дети получили вторую жизнь.
Вот. Также у нас, видите, многие пациенты онкологические, в основном как ну, 80-90% с Кыргызстана обращаются онкологические пациенты. И в основном у них, видите, они, если вовремя обращаются, при постановке правильного диагноза можно онкологическое заболевание тоже вылечить. То есть рак не приговор, да? Вот в этом порядке тоже Аджибадом помогло многим онкологическим пациентам, ну, тем, которые вот вовремя обратились, при постановке правильного диагноза и вылечивания. То есть мы уже как в ремиссию вводим пациентов и дальше уже ведем лечение. Вот. Также, смотрите, у нас многие пациенты ездили на лечение именно вот на высокотехнологичные технологии, да, то есть лечение на гамма-нож. Гамма-нож – это один из видов стереотоксической радиохирургии, то есть пациент, не получая анестезию, не получают трепанацию там головного мозга, проходят лечение именно вот в стереотоксическом формате, да, и после этих лечений, ну, то есть это самый малоинвазивный метод лечения опухоли головного мозга. У нас очень много пациентов с Кыргызстана обратились на это лечение. И раз в год приносят контрольные снимки, мы динамику введем. То есть после получения лечения в Аджибадуме мы не оставляем пациентов, мы ведем их динамику, учет. То есть введение пациентов после лечения ведется. Отлично. Также 14, если не ошибаюсь, центров экстракорпорального оплодотворения. Насколько это актуально у нас в стране и насколько вообще это направление развито в вашей клинике? Смотрите, у нас есть специализированные центры именно по экстракорпоральному оплодотворению. В данном случае у нас рассматривается момент, то есть, видите, там тоже есть определенные параметры. В первую очередь проверяют антимюллеровый гормон женщины, да, и если он подходит под определенные стандарты, проводят экстракорпоральное оплодотворение. То есть в данном случае наши профессора сразу говорят, подходит или как. Вот. И также, если там, скажем, именно мужской фактор бесплодия, да, в этом случае делают специализированную именно технологию, да, делают тест-биопсию и с помощью этого тоже проводят. Но в этом порядке у нас в клинике очень хорошая статистика, да, показывает. То есть у нас там есть профессора с мировым именем, которые проводят данную процедуру. И примерно я могу сказать с точностью 67% успешных результатов. Да. Многие вот пациенты, которые там со стран СНГ летали, у них в основном положительные результаты. Также стоит отметить, что возрастная категория тоже имеет как свое место, да? Да. И желательно, чтобы, ну, как женщины до 50 лет так обращались. Прекрасно. Вообще, что он из себя представляет и насколько, вот вы говорите, 67%, это зависит больше индивидуально от самого же пациента, верно? Это, смотрите, это общее количество именно, то есть я не имею в виду, это вот общее количество всех пациентов, которые обратились в Аджибадем, именно на ЭКО, и вот по завершению там определенного цикла, да, когда уже посчитали именно положительный исход, то есть там не то, что там забеременели те, которые родили, вот. У нас вот конкретно эта статистика получена из нашей клиники, да, вот, поэтому мы уверенно это говорим. Ну, в целом, тогда достаточно хороший положительный результат, да, смотря очень на хороший процентность. результат. Да. В принципе, если больше 50, я так полагаю, уже можно даже в какой-то мере. А есть гарантии вообще? Каковы гарантии? Ну, смотрите, в данном этапе, например, находясь в Кыргызстане, давать какие-то гарантии будет некомпетентно. Почему? Потому что в первую очередь вообще залог успешного лечения – это постановка правильного диагноза, да? Да. Вот. Ввиду того, что у нас в Кыргызстане пока недостаточно технологий для постановки правильного диагноза, на основании тех заключений, которые вот имеются на руках, давать какие-либо гарантии будет некомпетентно. Поэтому
Желательно пациентам вот на обследование полететь, полную диагностику пройти, и по результату именно конкретных обследований, диагностики, наши доктора примерно скажут прогноз, исход лечения, да. Отлично. Также хочется спросить, все-таки доступность, да, потому что каждый раз, когда мы все-таки связываемся с врачами, то у нашего народа возникает вопрос, насколько это доступно, вообще сколько это стоит, сколько нужно иметь денег, чтобы позволить себе, допустим, ну, среднестатистическую операцию или диагностирование именно в самой стране, в Турции. Вот. Смотрите, в данном этапе все зависит от индивидуального случая, да, то есть от конкретного случая, в зависимости, какой уровень заболевания у пациента, да. Есть, ну, в основном нам обращаются пациенты более такие тяжелые, да, и в этом случае, видите, у нас есть, ну как, мы сотрудничаем с фондами международными, да, например, мы детям можем там запрос отправить, и какую-то часть оплаты может сделать фонд. Вот. Но, видите, это все в зависимости, видите, наши пациенты, когда приносят медицинские заключения, то есть на первом этапе хотя бы для пациентов Кыргызстана есть возможность, например, вот одна консультация специалиста Аджибадем в среднем где-то $170, да? То есть не вылетая там за пределы страны, находясь в Кыргызстане, хотя бы на первом этапе они могут получить бесплатную консультацию. Вот в этом мы можем помочь. Но в последующем все будет зависеть от тяжести заболевания. То есть это смотря что будут рекомендовать, там, начиная, ну, скажем, там стандартный чекап-пакет у нас $650, да, стоит. И там уже, смотря вот сколько обследований будут проводить, это все в зависимости от тяжести заболевания будет зависеть. Это индивидуально. Да, все индивидуально, но, по крайней мере, мы детям помогаем. То есть в Аджибадаме есть такая программа, раз в год в целях, ну, как, узнаваемости бренда могут, ну, как, для одного ребенка сделать операцию, да, если там по определенным параметрам, там, если, скажем, какие-то семейные там, скажем, да, может быть, там родители не могут позволить себе, да, вот в этом случае Аджибадем может помочь. Ну, также у нас, смотрите, есть Аджибадем Insurance, это страховое именно вот отделение, да. Например, те пациенты, которые имеют международные страховые полисы, Сигна, Аэтна, ну, это в основном как сотрудники таких организаций, как ПРООН, КОМТОР, да, они могут воспользоваться уровнем Аджибадем, и в зависимости от того, какие там у них уровни, обычно 100% покрывает именно страховая компания данных организаций. Да? То есть и такие методы. Асем, вам огромное спасибо, что проинформировали. И вообще, в принципе, проводите вот такие консультации раз в месяц, да. Я думаю, они полезны, потому что, естественно, наш народ привык бегать именно тогда, когда уже все дошло до тяжелых стадий. Дорогие телезрители, ну, а я хочу представить нашего гостя. В гостях у нас Асема Маратова, представитель сети клиник Аджибадем в Республике Кыргызстан.